Солдат пропал в Таджикистане, его ищут родители. Они уверены, никто в этом больше не заинтересован. Родители Ибрахима 7 месяцев ничего не знают о судьбе сына. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как молодой человек пошел в армию и пропал. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Несколько лет подряд отправляются грузы 200, а дедовщина уже стала ужасающей нормой. Ибрахим Абдузоиров, 20-летний житель района Джами. В апреле этого года пошел добровольцем служить в армию. Его родные сказали, что он попал в пограничные войска и служил в Пенджикенте. Но затем больше на связь не выходил. Саламат Абдуллоева, мать солдата, сказала, что их поиски не дали никаких результатов, и они были вынуждены обратиться в средства массовой информации. Мы перезвонили всем его знакомым. Везде искали его, однако до сих пор никаких вестей. В конце июня к нам приезжали 2 командира из воинской части, где проходил службу наш сын, и мы вместе обошли близлежащие горы, зашли ко всем жителям, но так его и не нашли, говорит она. По ее словам, до того момента, как сын исчез, они несколько раз созванивались, и в последний раз, когда он звонил, то сказал, что получил оружие и должен заступить на пост. У него не было никаких жалоб, и он не сетовал на какие-либо тяготы на службе. И не говорил ни разу, что хочет вернуться домой. Он ведь добровольно пошел служить, говорит собеседница. Как вы относитесь к тому, что люди просто пропадают без вести в армии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, что случилось с молодым человеком? Один из офицеров воинской части города Пенджикент на анонимных условиях рассказал, что солдат находится в розыске. Также он сказал, что Ибрахим 8 июня заступил на пост на линии госграницы с Узбекистаном, но затем оставил свое оружие и ушел в неизвестном направлении. Собеседник также отметил, что и в прошлом были такие случаи, когда военнослужащие сбегали из воинской части к родственникам и потом их привозили обратно на службу. Мы съездили в район Джами. 2 недели вместе с матерью и его братом искали солдата, но никакой информации получить о его местонахождении не удалось. Уже прошло 7 месяцев. Отметил он. Как говорят родные солдата, военная прокуратура начала следствие по факту исчезновения солдата. Абдуллоева говорит, что ее уже вызывали один раз к прокурору и взяли расписку за сына. Отец пропавшего солдата сказал, что он находится в трудовой миграции в России и очень беспокоится за судьбу своего сына. Я просто поражен произошедшим. Если бы наш сын сбежал, то он пришел бы домой или сообщил бы об этом знакомым, но от него никаких вестей. Мы теперь вынуждены сообщить о произошедшем в прессу. Расклеили его фотографии в районе, на перекрестках, сказал отец. Исчезновения солдат в воинских частях происходили и раньше. Один из жителей Кубадинского района рассказал, что несколько лет назад о том, что он 9 лет искал своего сына, который также якобы покинул свою часть, он так и не нашел его. Тогда Усманов сказал, что его сына в октябре 2003 года призвали в армию, и он попал служить в Дарвазский район. Через 1,5 месяца ему позвонили из части и сказали, что его сын дезертировал, но поиски никаких результатов не дали, и он больше ничего не слышал о своем сыне. В Таджикистане за уклонение от прохождения воинской службы или дезертирство из воинской части предусмотрена уголовная ответственность. В июле этого года суд Душанбинского гарнизона приговорил рядового Отабека Ибрахимова за уклонение от воинской службы к лишению свободы сроком на 2 года. До этого в мае к 2 годам лишения свободы был приговорен еще один военнослужащий за такое же правонарушение. Правозащитники говорят, что некоторые из молодых людей не хотят служить в армии, поэтому самыми разными способами избегают призыва. Одной из главных причин такого поведения является дедовщина или неуставные отношения в армии, когда вновь прибывших молодых людей избивают в воинских частях. Есть и случаи гибели молодых солдат. Но при этом молодой человек пошел служить добровольно и пропал. Как вы считаете, где он находится? И какие его были мотивы? А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!